Всем привет, с вами Киноход, и это сериал «Линия С». Девушка случайно обрела способность видеть линии, означающие количество партнеров. Консуна, ты дома? Ужинала? Молодая девушка Хён живет в квартире, где окна заклеены картонками, так как у нее есть удивительная способность видеть красные линии, которые означают число партнеров. При этом силы распространяются не только на живое взаимодействие, но и на телепередачи. Так, на одном из шоу работники фирмы уверяют мужчину, что у них в коллективе только рабочие отношения. Эта сила появилась в самом детстве, но только с возрастом она поняла, что это значит. Однажды ее мать нашла рисунки и смогла догадаться, что означают эти линии, из-за чего она устранила мужа. А когда Хён поняла, что знания о красных линиях могут лишить кого-то жизни, она приняла решение никому об этом не говорить. При этом это не единственная сила, которая у нее есть. Хён также бессмертна. И раз жить как-то надо, Хён обзавелась целью узнать, откуда появились красные нити, и видит их кто-то кроме нее. Ее раздумья прерывает соседка. Она переехала сюда пару дней назад и разносит соседям гостинцы. А раз Хён не хочет с ней говорить, она просто оставляет фрукты и уходит. Дождавшись, когда соседка уйдет, Хён открывает дверь и забирает фрукты. В это время к полицейскому участку подъезжает детектив Джи. Его видела Хён, когда он предлагал племяннице подвести ее. Джи мастер по увеличению красных линий. Так в один из дней его коллега предлагает прийти на ее свадьбу. Что касается его племянницы Сан А, дела в школе идут не очень хорошо. Она подвергается нападкам со стороны фриков. Если скажешь кому-нибудь, то я тебя отсюда сброшу. Чуть позже Джи приезжает на новое дело. В доме сильный беспорядок, хотя вещи лежали ровно. Ощущение, будто это постанова. Соседи видели какого-то мужчину в шлеме, идущего в эту квартиру. Уже в участке они пытаются понять, какой вообще мог быть мотив. У них нет никаких зацепок. Дон Шик слышал, что у девушки был парень, но они год назад расстались. Вечером по телевизору рассказали об этом случае, и Хён увидела мужчину в шлеме. А раз у него всего одна линия, Хён сразу его заметила. Особенно человека на месте устранения, явно старающегося подслушать, что говорит репортер. А потом все стало еще серьезнее. Байкер остановился напротив дома Хён и зашел в квартиру соседки, которая дарила ей фрукты. Хён позвонила в 911, чтобы сообщить об опасности, а потом эта парочка стала веселиться, увеличив количество линий. Наступает новый день. Сан попросила у Джи денег. Он сразу же понял, что над племянницей издеваются, но она ничего не говорит и закрывается в комнате. Ему также позвонил Дан Шик с новостью, что на 911 позвонил человек, говорящий о мужчине в шлеме. Более того, звонок исходил из дома напротив. Так удачно, что именно тут живет Джи. Он идет проверять свою странную соседку Хён и просит рассказать все, что она знает. Хён отвечает, что ей просто показалось. Этим вечером в дом Хён заходит еще один байкер, при этом уже с одной линией и пристально смотрящий в глазок Хён. Дон Шик разузнал, что парень устраненный был учителем старшей школы, Он Чон, даже фото нашел. Джи понимает, что этого мужчину он видел в подъезде Хён. После работы Дан Шик поехал проверять этого мужчину. Дверь оказалась открытой, а одна комната была очень странной. Не успел он хоть что-то сказать Джи, как на него нападает Он Чен. Через пару минут байкер выходит из дома и заходит в соседний. Оказывается, он тоже обладатель силы и хочет удалить все линии путем устранения людей. Хён испортила его планы, и хоть он ее ранил, в это же время к Хён приехал Джи и увидел через окно, что происходит в доме напротив. Он тут же рванул на помощь, произведя несколько точных выстрелов. Из последних сил мужчина сказал, нить исчезает. Это дало понять Хён, что есть и другие люди, видящие линии. Правда, этот мужчина теперь устранен, из-за чего нельзя получить от него информацию. В этот день Хён переосмыслила свое мировоззрение. А что если нити наоборот помогут спасти других людей? Она снимает очки, и все небо становится красным. А на телефон приходит сообщение: «Мы с тобой похожи, приходи в школу Банджу». На следующий день Сан увидела, как Хойон зачитала Валентинку, которую Сан подкинула Джен Вону. Это стерпеть она не могла и нападает на девушку. Учитель Ли услышала крики и приостановила драку. Более того, она сказала Сан, что ей не стоит так себя вести. Перед уходом Сан замечает очки и забирает их себе.
Оказывается, Даншик остался жив. Он Чон его просто избил. Даже после завершения дела Джи уверен, что они точно что-то упустили. Он никак не поймет причину устранения. Джи приходит в его дом и более тщательно рассматривает комнату. Она не просто так красная. Это линии, и их так много, что общий цвет стал красным. Одновременно с этим Сан уже в новых очках пытается сорвать линию, которую она начала видеть у себя над головой. А потом в дом зашел Джи, и она буквально впала в ужас и убегает из дома. Хён видит, как Сан смотрит на небо и о чем-то говорит. Сан прогуливается по улицам, рассматривая все линии. Она быстро догадалась, что это такое, и при виде Джи даже усмехнулась. Блин. В предвкушении новых открытий она уходит на учебу, где узнает много нового. Часть людей для нее теперь считаются мерзкими, а увидев линию, ведущую за стену, ей стало интересно, кто там. Но лучше бы она этого не узнавала. Сегодня их класс пополняется новичком Хён. Джи проверяет вещдоки и не находит очки. Тогда он приезжает в школу, где работал Он Чен. Ему очень интересно, носил ли он очки. Ли никогда не видела его в очках. На крыше, как всегда, фрики во главе с Хо Йон докопались до Сан, но Хён заступилась за Сан и объяснила, что им следует уйти от них. Джи проверяет бар, куда заходил Он Чен. Бармен говорит, что поначалу он был обычным человеком, а потом вдруг начал говорить сам с собой. Более того, он был полностью трезв. Он повторял цифры 1, 2, 3. Однажды даже подрался с одним клиентом. В тот день Он Чен считал линии над головами. Нифига себе, так много. Мужчине это не понравилось и началась драка. Бармен дополняет, что Он Чен всегда носил очки. Не успел Джи уйти, как появилась возможность увеличить линии. Идя по улице, Сан находит Хо Йон, которая над ней издевалась, и незамедлительно сделала компромат с их учителем. Но ей вообще плевать, так как ее не накажут. Кажется, ты забыла, что мы несовершеннолетние. Препода по корейскому накажут, а меня нет, дура. Тогда Сан выбрала новую цель – учителя, которому она скинула фотку. У него моментально все сжалось до состояния атома, а потом появилось сообщение «Готовь 20 миллионов». Сан вошла во вкус и начала делать компроматы на других учителей. Хэн догадалась, что все эти ссоры не происходят просто так, и ее взгляд упал на очки Сан. И когда Хён спросила про линии, Сан сильно удивилась. Ей нужна информация, где именно она нашла эти очки. Сан отвечает, кто-то подбросил в шкафчик. Так или иначе, Хён не собирается отдавать очки. Это слишком опасно. Хан вырывает их и забирает себе. Она намеревается раскрыть всем глаза на их интрижки. Поздним вечером Хайон проследила за Сан и украла ее очки. Она надела их и сразу поняла, как именно их спалили. Сан заметила пропажу, но ей написал учитель с предложением забрать деньги. Попытался договориться с девушкой, объясняя свое сложное финансовое состояние. Не успел он договорить, как на телефон написала жена, которой отправили это фото. Он подумал, что это сделала Сан, и в гневе скидывает вниз. Благодаря тому, что Сона позвонила до этого Хён, она смогла найти ее и вызвать скорую. Уже в больнице Хэн говорит Джи, что Сана не самолично упала. На следующий день учитель Ким находит на своем столе очки и после примерки увидел линии. А Ли рассказывает Джи, что ученики, которые издевались над Сан, куда-то пропали. Кроме парня, с которым она гуляла в последний день, Лин Джо. Он говорит Джи, что Сан сама предложила сфотографироваться. Он припоминает, что после фото она вскочила и убежала, сказав, что у нее что-то пропало. Джи просмотрел записи и заметил Хо Йон. Ким собирается переехать в другую страну, а перед этим 1 неделю пожить у сестры. После вечернего ужина Шурин странно себя ведет, то и дело залезая в телефон. А потом Ким увидел линию, ведущую на другой этаж. Ким захотел узнать, куда она ведет, но мужчина остановил его. По возвращению на работу Ким увидел, что у их местной знаменитости Ли вообще нет линий. Его это даже удивило, хотя другие люди тоже удивили, но по-своему. А затем Ким проследил за квартирой, куда вела линия. Там живет девушка, которая явно говорила с Шурином. С помощью почтового ящика он узнал ее имя Квак. И хоть сегодня день поминок матери Кима и его сестры, мужчины тут не было. Он сказал жене, что на пару дней уехал по работе. Но вот Ким догадывается, какая это работа. Он выследил мужчину и подтвердил свои догадки. Ким дает ему 1 день, чтобы рассказать сестре.
иначе он не знает, что с ним сделает. А потом Ким зашел на страницу Кавака, где красовалась новость о ребенке. Ким побежал к сестре, чтобы все рассказать, но, как оказалось, она уже все знает и винит Кима, будто это он разрушил ее жизнь. Видя, как Шурин вместо того, чтобы помочь его сестре, пошел к Квак, Ким не выдержал и ударил его. Сестра просит остановиться, а потом признается, что этот мужчина – муж той женщине. Это она, другая девушка. Ким приказал бросить любовницу и вернуться к жене. Так тот мужчина и поступил. В журнале Сан Джи нашел упоминание очков. Он просит Хён рассказать, что это значит и что можно увидеть, надев их. Хэн отвечает Нити, но на этом первая часть подходит к концу. Если вы хотите узнать, как все закончилось, пишите об этом в комментариях и обязательно подписывайтесь. Ну а мы скоро вернемся. Пока!